Спектакль на рынке. Разговаривали покупатели, а в дураках остался продавец. Чувашские оперативники задержали гастролеров, подозреваемых в мошенничестве в отношении рыночных торговцев. Продавец сухофруктов в Чебоксарах оказался последней жертвой мобильного коллектива, но явно не единственной. За спину! За спину руки, говорю! Уроженцы Пензенской области и одной из бывших союзных республик собирались выехать из Чебоксар, когда дорогу им перегородила автомашина ГИБДД. Инспекторов по телефону инструктировали сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска Республиканского МВД. А оперативники, в свою очередь, держали связь с дежурным Центром управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары. О возможном появлении злоумышленников в Чувашии сообщили коллеги из Республики Татарстан. Там гастролеры подозреваются в 2 фактах мошенничества в отношении продавцов местных рынков. Заходили на рынок, искали продавцов сухофруктов и орехов. Как правило, это были люди нерусской национальности. И, получается, один из злоумышленников подходил и якобы покупал сухофрукты либо орехи, а другой подходил тоже за орехами и начал разговаривать с продавцом. Типа, вот, приехали из Беларуси, привезли кучу техники, телевизоры, видеомагнитофоны, там, кинотеатры домашние, якобы по очень дешевой цене. Тут в разговор включался первый покупатель, и злоумышленники начинали разыгрывать свой спектакль, рассчитанный исключительно на ни о чем не подозревающего продавца. Договорившись между собой о сделке, один уезжал якобы за деньгами, оставив свой номер телефона рыночному торговцу, а второй должен был принести сюда же коробку с товаром. Значит, звонит продавец, говорит: слушай, пришли, принесли микросхемы, говорят, 30 тысяч. Он говорит: слушай, я пока опаздываю, тут в пробке стою, там, или на работе задержался. Ты возьми, они стоят не 30 по факту, а 60. Мы сейчас их продадим и пополам деньги поделим. В надежде на легкие деньги рыночный торговец отдавал от 20 до 30 тысяч рублей за коробку с копеечным барахлом и только потом понимал, что его обманули. Такие факты были зарегистрированы на рынках в Казани и Чебоксарах. Видимо, подозреваемые рассчитывали, что плохо разбирающиеся в местных законах продавцы из Средней Азии не станут обращаться в полицию. Поэтому стремительная операция сыщиков в Чебоксарах привела их в шок. Смысл даже простых вопросов до гастролеров доходил не сразу. Фамилия твоя как, дружище? Там машина стоит. Моя? Ага. Денис меня зовут. Ранее 2 из 3 подозреваемых привлекались к уголовной ответственности. Если вы пострадали от их противоправных действий, звоните по телефонам 8 919 659 20 20 или 102.